Глава Коми поручил региональному Минтруду обобщить лучшие практики клуба «Активное долголетие». Проект реализуется на территориях всех городов и районов и распространится их среди организаторов и координаторов для использования и реализации. Сегодня Сергей Гапликов встретился с ними в Визинге. Стороны обсудили майский указ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, где особое внимание уделено вопросам здоровья и сбережения граждан и повышения качества их жизни. Решение этих задач также является приоритетом реализации апрельских поручений. Все, что сегодня мы с вами обсудили, поговорили, конечно, мы тоже возьмем на вооружение ряд механизмов и, конечно, в том числе и поддержки, и попытаемся в большей степени наших партнеров к этому привлекать. И, конечно, то, что есть районные конкурсы, может быть, сделаем общереспубликанские, все-таки, когда уже это на республиканский уровень будет выходить, конечно, там и поддержка побольше, и подключим всех, и здравоохранение, и спорт, и не только социальную сферу, и образование. И, конечно, вот в этой части и ветеранские нам организации очень сильно помогают. Вот. Я думаю, что мы все-таки идем правильным путем. В этой части, я говорю, не обязательно что-то там придумывать, главное вот в этой ситуации найти свое место и пытаться максимально быть вот в такой системе полезным. Вот вы являетесь тому примером. Напомним, решение об организации таких клубов для граждан пожилого возраста было принято Оргкомитетом «Победа». В рамках межведомственного взаимодействия они работают на базе центров социального обслуживания во всех муниципальных образованиях. В работе предполагается участие учреждений, организаций культуры, здравоохранения, образования, спорта и администрации городов и районов. Что касается направлений, это и обучение основам компьютерной грамотности, школа безопасности, уход на дому, серебряное волонтерство, мобильные бригады, досуг и организация деятельности кружков по интересам. Завтра мы сообщим и другие подробности рабочего визита губернатора в Сысольский район.